Первым на прием к педиатру пришел Берс Мальсагов. Прежде чем провакцинироваться от опасного вируса, нужно пройти медицинский осмотр. Маленьким пациентам измеряют температуру, слушают легкие, чтобы убедиться. Препятствий для проведения прививки нет. К ней мальчик готов. Сегодня ему делают уже третью такую процедуру. О здоровье своего сына Хава Мальсагова позаботилась. Поскольку ребенок ходит в садик, там контакты, они не могут не контактировать друг с другом. И я решила выйти из этой ситуации, обезопасить своего ребенка, чтобы он был здоровый, наслаждался жизнью. И я считаю, что каждый ответственный родитель с умом подойдет к этому вопросу. Но в любом случае это каждый родитель решает сам, что для его ребенка лучше. Но я решила обезопасить все-таки себя и его. Полиомиелит – инфекция, которая попадает в организм через ротовую полость, размножается уже в кишечнике. Особенно остро встает вопрос о вакцинации летом и осенью, так как в этот период риск заразиться в разы выше. Полиомиелит может протекать как обычная простуда, а может дать серьезные осложнения, после которых дети перестают ходить. Жалобы у мам бывают обычно на проявление насморка, боль в горле, повышение температуры, вялость, снижение аппетита. Также может протекать как энтеровирусная инфекция, как кишечная инфекция, проявляться. То есть бывают жалобы на появление тошноты, рвоты, расстройства стула. Но самые опасные проявления, симптомы и поражения при полиовирусе, при поражении полиовирусом – это поражение нервной системы. Это проявление неврологических нарушений, таких как парезы конечности и параличи. Лиана Ганиева, врач-невролог, всю серьезность ситуации понимает. Своих старших детей уже привила. Для младшенькой Хадиджи все это в новинку. Ее невозмутимости можно позавидовать. Врачи отмечают, прививать таких маленьких пациентов в разы легче, да и организм воспринимает препарат лучше. Вот какая умница. Сейчас делаешь прививочку и будь здорова. Главный педиатр Сунжинского района Милана Цичоева напоминает, необходимо продолжить защиту населения для создания коллективного иммунитета. Все вакцины, а это живая и инактивированная, в больнице есть в наличии. Запасов достаточно. Препараты хранят строго по инструкции с соблюдением температурного режима, поэтому переживать родителям не стоит. У всех есть свои сроки, когда их нужно вводить. На выбор, например, инактивированная полиомиелитная вакцина и эта французская Бринтаксим, она ослабленная. То есть они абсолютно безопасны. Нет такого, чтобы у нас дети вакцинируются, мы их наблюдаем. Первые полчаса после вакцинации они не уходят, мы им измеряем температуру, ведем наблюдение. А после вакцинации на второй день обязательно наблюдаем, на 5-6 день наблюдаем. Поэтому у нас не было такого, чтобы какие-то грозные осложнения были после вакцинации. Прививки против полиомиелита обязательны и делаются детям с 3-месячного возраста трехкратно с интервалом в 30 дней. В дальнейшем ребенку проводятся 3 ревакцинации. Первая в 18 месяцев, вторая в 24 и третья в 6 лет. Противопоказания есть, но они чрезвычайно редки и определяет их только врач. Амина Зязикова, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.